Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Вопиющий акт вандализма произошел в Сухуме. Неизвестные осквернили несколько памятников в пантеоне на Сухумской горе. О работе гидов-нелегалов в нашей стране и о борьбе с ними специальный репортаж программы. В Абхазской государственной филармонии готовятся к концерту, посвященному героическому подвигу участников Великой Отечественной войны из Абхазии. Вопиющий акт вандализма произошел в Сухуме. Неизвестные осквернили несколько памятников в пантеоне на Сухумской горе. Речь идет о надгробных памятниках советского и абхазского государственного деятеля Аслана Отарба и его супруги Татьяны Канджария, а также Григория Пилия и Тимура Кецба. Все подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Оскорбление норм нравственности, чувств живых к умершим и памяти об усопшем. Факт вандализма в Сухумском пантеоне вызвал общественный резонанс. Надгробия выдающихся людей, посвятивших свою жизнь политической деятельности, литературе и культуре Абхазии, стали источником дохода. Это результат обнищания, утрата моральных ценностей или все же бессилия закона, задаются вопросом родственники тех, чьи памятники осквернили. На Сухумской горе вандалы украли барельеф одного из выдающихся лидеров национально-освободительного движения в Абхазии Аслана Отарба и его супруги, историка, педагога и общественного деятеля Татьяны Канджария. Аслан Тамшугович последовательно и принципиально отстаивал национальные интересы Абхазии, содействовал созданию и развитию культуры, науки, образования, учреждений здравоохранения. Он ветеран Великой Отечественной войны. Традиционно в День Победы 9 мая семья посетила могилу родителей. Так и была обнаружена пропажа барельефов. Они не только по праздникам, они в месяц один-два раза сюда поднимались, пришли 9 мая, ужас они увидели здесь. Нет образа отца, нет образа матери. Это, знаете, это, конечно, позор, но слово «позор» не все это выражает. По-абхазски есть такое понятие «апсра», «айт-апсра», то есть это двойная смерть, это оскорбленные дети, они здесь плакали. Это произошло в течение одной недели, утверждают родственники, так как в последний раз они посещали могилу 3 мая на Радоницу, в день поминания усопших. Что если бы этот объект был прикреплен хотя бы, не знаю, или к администрации города, или к кабинету министров, либо Министерство культуры взяло бы на себя, то не было бы этих проблем. Понимаете, это люди, которые это сделали, это абсолютно безнравственные люди, это кощунственный поступок. То есть они не боятся ни Бога, ни государства. Нам как семье, это не передать нашу боль, да, от этого, то, что не сделали во время войны наши враги, да. То есть получилось так, что сейчас в мирное время произошла такая ужасная ситуация. То есть, соответственно, сегодня это сделали одни, завтра это могут повторить другие. Мы, естественно, все восстановим, сделаем барельеф и так далее, но, во-первых, конечно, мы не сможем восстановить барельеф, который Марина Ефремовна Эшба делала, да, то есть это известнейший скульптор, и, не знаю, в Абхазии, наверное, нет человека, который бы не знал ее, и она считала это одной из лучших своих работ, да, то есть и уже, конечно, это мы не сможем никогда восстановить, но откуда гарантия, что дальше это не произойдет? И дело не то, что это дедушка, бабушка мои, да, соответственно, тут видные деятели похоронены, писатели, то есть они повредили барельеф Кумфаломе, то есть проверяли, из чего составлен, да, материал и так далее. Нет гарантии, что они не вернутся вновь. То есть это кто-то должен взять на себя под свое крыло, и тогда уже будет надежда на то, что это не повторится вновь и вновь. От рук вандалов пострадал и памятник государственного деятеля Тимура Кецба, который в 1946 году был министром юстиции, а в 1967 возглавлял ведомство социального обеспечения. Был заведующим отделом административных и финансовых органов обкома партии. Помимо этого, был украден бронзовый бюст первого секретаря Гулрыбского райкома партии Григория Пилия. Очень все расстроились, потому что для нас это не просто наш дедушка, да, а это человек, который был общественным политическим деятелем, и он был первый здесь похоронен. И это был даже не барельеф, а такой достаточно массивный бюст бронзовый.
Даже если бы он был сделан из пластилина, он был бы также значим для меня и моей семьи. Пантеон, где похоронены выдающиеся деятели Абхазии, остается без присмотра уже много лет. Он не относится ни к объекту историко-культурного наследия, ни к администрации города Сухум. Можно на словах превозносить достижения, которые были сделаны людьми, похороненными здесь, но настоящее отношение к ним показано наглядно, отметил народный поэт Абхазии Мушни Ласурия. Со временем этот, значит, пантеон стал приходить в упадок. Вы видите, как смотрит. Он похож на уже забытое, оставленное кладбище. Культура является общенациональным цивилизационным кодом, который раскрывает в человеке созидательные начала. Незаменимое наследие оставили нам писатели, работники культуры, актеры. А что мы делаем для сохранения памяти о них, если не можем даже присматривать за их памятниками? Сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия. Хочется надеяться, что виновные будут найдены и наказаны. Сария Кварасхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Со 2 по 9 мая COVID-19 подтвержден у 15 человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 6 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 626 человек. С начала пандемии зарегистрировано 683 летальных случая. Следующий сюжет о работе нелегальных гидов в нашей стране. Несмотря на то, что Минтуризма и профсоюзы экскурсоводов пытаются бороться с этим явлением, случаи некорректного, а иногда и провокационного поведения людей, называющих себя экскурсоводами, происходят все чаще. Смотрите специальный репортаж Гугуцы Вардания. Четвертого мая группа туристов во главе с гидом-нелегалом посетила храм в селе Моква. Экскурсанты интересовались фресками и архитектурными памятниками. Как рассказывают очевидцы, нелегальный гид вел рассказ в прогрузинском русле, утверждая, что якобы храмы в Абхазии строили грузинские цари, которые здесь же захоронены. И это вовсе не Абхазия, а Грузия. На рассказ гида сразу же отреагировали батюшка и алтарник, находившиеся в соборе. Завязался спор. Замечание нелегальный экскурсовод воспринял остро, доказывая обратное. Мы связались со священнослужителями, которые были на тот момент в храме, но интервью они дать отказались. Ситуацию прокомментировали в профсоюзе экскурсоводов. В это время находились в соборе алтарник Моквинского собора и также священнослужитель, которые услышали такую информацию, что это часть Грузии, что это Грузия, Абхазетия, так называется, не Абхазия, не Абсна, а именно Абхазетия, что это архитектура собора грузинская, что это построил грузинский царь, похоронен здесь грузинский царь. То здесь была вся тематика грузинского характера. Экскурсовод также рассказывал, что Абхазская церковь – это каноническая грузинская церковь. На ситуацию отреагировали профсоюз экскурсоводов, Министерство туризма Абхазии, глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Если, скажем, кто-то по отношению к Абхазской церкви, кто-то уже свидетельствует, есть соборные определенные решения Московского патриархата в 1918 году на Всероссийском соборе. После революционных тех ситуаций и патриарх Тихон Московский и вся Руси не признает правомощность грузинского католикоса на Абхазию и на Осетию. Это документально соборные решения. И никаких других решений в Абхазии не было и быть не может. А советская сталинская доктрина, она вводит в состав грузинской, это не по правилам церкви, не по правилам канона. Поэтому Абхазская церковь, она независимая, и есть, слава Богу, документально-исторически подтвержденные факты. 1795 год, Максим II, католикос абхазский, находясь здесь, значит, на этой территории. Но были такие националисты, так будем говорить, которые пытались переименовать абхазскую католикосат на западногрузинский. Он с этим не согласился.
Абхазия богата многовековыми храмами. Мохский собор Успения Пресвятой Богородицы – один из красивейших и древнейших. Христианское святилище было возведено в 960-970-х годах абхазским царем Леоном III. Храм был центром религиозной жизни абхазов. Абхазия – одна из стран самого раннего распространения христианства. А что касается восстановительно-духовных процессов, то они принадлежат России, говорит глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион. Ни Константинополю, ни Антиохии, ни Грузии. После падения Византийской империи Османская порта приходит на смену. И Османская порта, она здесь владела. И освободилась от Османской порты. Это российско-турецкая война. И в этой войне победила Русь, и мы освобождаемся от Османской порты. И Русь начинает здесь восстановление православия на Кавказе. Русь восстанавливает православие на Кавказе, в том числе и в Грузии, и на Кавказе, и в Абхазии, и в Армении, везде. Но это по местам абхазская церковь, она никогда не входила. И не были под рукой грузинской церкви. Это очередная ложь советского такого характера. В случае, произошедшем в Мохском храме, разбираются правоохранительные органы. А вот это видео было записано на фоне Бедийского собора. Молодой человек по имени Федор Мамевич Гаприндашвили, 1974 года рождения, проживающий в поселке Агудзера, наложив грузинскую музыку на ролик, записал вот такое видео на фоне храма. Абхазия – это Грузия. Это далеко не первое видео Федора. Он ведет свой YouTube-канал, где публикует ролики, создавая негативный имидж республики. Канал называется «Абхазия глазами местного». И, кстати, там немало подписчиков и комментариев. Вот что пишут люди. «Расхотелось жить в Абхазии. Спасибо за честность. Это сейчас дороже золота. Сомневался, ехать ли в Абхазию, но теперь точно решил для себя. Не поеду туда. Спасибо большое за видео». А тем, кто все же приехал, проводит экскурсии по заброшенным местам, рассказывая неправду о республике. Вся Абхазская автономная республика, она считается, что она была СССР временно. Министерство туризма и профсоюз экскурсоводов ведут работу по выявлению нелегальных гидов совместно с правоохранительными органами. Однако отследить весь маршрут и то, как человек попал на тот или иной объект, сложно. Вот что говорит один из нелегальных экскурсоводов. Вот вы едете, может, мы с вами, хорошие друзья. На этом видео абхазские экскурсоводы, переодетые в туристов, расспрашивают нелегального гида об Абхазии. Спрашивают о менталитете абхазов. Раньше там же тоже был такой менталитет. Но если дословный перевод, то как сны страна мертвецов. Ну так как мертвецы это бессмертные души, то страна души. Это только не абхазы, абызни, по-моему, нет. Ну короче, вот какое-то такое сокращенное было более евреев было. Это было где-то вот в июне текущего года, где также экскурсовод по имени Жанна, кстати, рассказывала всю грузинскую тематику. Она называла города, перечислила мне также город Мюсра или Мысра, как она называет, что это грузинское слово. Они не знают названия даже городов, их значения, рассказывают глупости. А что самое ужасное, также был случай, когда я была на экскурсии с Женей Чуприной. Она по сей день работает на территории Абхазии экскурсоводом, она одновременно работает экскурсоводом на территории Грузии. То есть я спрашивала по типу темперамента, с кем можно сравнить абхазов. Я имела в виду сангвиники, флегматики, меланхолики, холерики. На что я получила ужасный ответ. Она мне сказала, что по типу темперамента абхазов можно сравнить с обезьянами. Проблема с гидами-нелегалами – тема в туристической сфере Абхазии не новая, но в последнее время она стала острее. В январе текущего года в Министерстве туризма республики прошла встреча с представителями профсоюза экскурсоводов Абхазии. Речь шла о необходимости изменения действующего законодательства в сфере туризма и экскурсионного обслуживания. Уже в феврале 2022 в закон о туристской деятельности на территории Абхазии были внесены изменения. Проводить экскурсии на территории Абхазии могут только граждане Абхазии.
Абхазии. За осуществление нелегальной экскурсионной деятельности гиды, не аттестованные в Министерстве туризма, так же, как и любые физические лица, должны заплатить штраф 18 тысяч рублей. Юридическим лицам за данное нарушение придется заплатить 30 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы гораздо больше – 30 и 48 тысяч соответственно. Сейчас ожидается подготовка дополнительных нормативных актов. Касаемо работы над предотвращением нелегалов и их деятельности в Республике Абхазия, Министерство туризма, как и всегда, занимается, активно ведет рейдовые мероприятия по выявлению данных нелегалов, но проблема пока остается. Также был принят закон, увеличивающий меру ответственности за нелегальные экскурсии. Сейчас мы ожидаем подготовку дополнительных нормативных актов, чтобы закон вступил в силу в полной мере, после чего начнется уже, то есть, максимально возможная борьба с предотвращением деятельности нелегальных экскурсоводов. Нелегальные экскурсоводы искажают историю Абхазии, обычаи народа. Более того, распространяют дезинформацию. По прогнозам Министерства туризма, в республике в этом году ожидается туристический бум. Просим гостей быть бдительными и более тщательно относиться к выбору турфирм и экскурсоводов, чтобы не попасться на удочку мошенников. Гугут Савардания, Рамо Камки, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. На филологическом факультете АГУ прошла ежегодная студенческая научно-практическая конференция. Мероприятие приурочено к 90-летию университета. Конференция проходит одновременно на секциях журналистики, абхазского языка и литературы, русского языка, русской и зарубежной литературы и секции иностранных языков. Репортажи Эсмагуланцы. Литературные образы и способы их выражения в абхазской прозе. История, современность и будущее нашей журналистики. Доклады студентов охватывали широкий круг тем. Хибла Хварцкая учится на филологическом факультете, направлении журналистики. Тему доклада выбирала, исходя из ее актуальности и собственных наблюдений. По мнению студентки, имидж, внешний вид и репутация журналиста – немаловажная часть профессии. В данной конференции участвую с темой «Внешний вид, образ журналиста». И также традиции, которые были со временем утрачены, традиции, которые мы смогли сохранить. Это мой научный руководитель Амкваб Гурам Артемович. Я думаю, что моим слушателям будет интересно узнать о тех традициях, о которых они не знали, которые я смогла собрать с разной литературы. Закончишь университет, начнешь работать журналистом. Ты сама будешь соблюдать все то, что у тебя в докладе? Постараюсь соблюдать то, что у меня в докладе, потому что журналист должен быть примером не только на камере, но и в обычной внешней среде. Как правило, научные руководители дают возможность студентам самим определить темы докладов, а в дальнейшем помогают и направляют. Участник ставит цели и задачи, прорабатывает методы исследования, по мере работы ищет и систематизирует данные. Главное условие – актуальность темы. Студенты обращаются к журналистике с позиции истории нашего народа, с позиции традиции. Я думаю, что это интересно и очень актуально, потому что мы не похожи с журналистами других стран, особенно зарубежных. Абхазский журналист выражает позицию народа, человека, что мы не часто наблюдаем на Западе. И поэтому современная журналистика абхазская, она сегодня в поиске новых форм, опираясь на культуру и традиции нашего народа. Конференция проходила и на секции английского и немецкого языков. Темы доклада в основном касались особенностей перевода на примере различных произведений. Анна Лагвилава выступила с докладом «Специфика передачи художественного образа при переводе с русского на английский язык в рассказе «Запретный плод Искандера». Произведение было переведено Робертом Даглишем. Роберт Даглиш воспользовался методом дословного перевода, который некоторые лингвисты считают синонимом для буквального вида перевода с одного языка
на другой, при котором максимально точно сохраняется синтаксическая структура, а также порядок слов и словоформ исходного языка. Само наименование рассказа наталкивает читателя на мысль о чем-то запретном. Запретный плод сладок, то есть ценится только то, что достается с трудом. Это выражение употребляется довольно часто, когда речь идет о чем-то привлекательном и искушающем, но недоступном. Научная конференция дает студентам возможность расширить свои навыки и способствует более глубокому усвоению знаний. Кроме того, участники могут обмениваться комментариями и мнениями, задавать друг другу вопросы. Очень отрадно, что наши студенты сравнивают и делают работы на уровне 3 языков. Это английский, русский и абхазский. То есть работ таких, да, вот скажем, с абхазским не существует. Поэтому это их настоящий труд. И очень нелегко это сделать, но наши студенты стараются и представили сегодня очень интересные доклады. Главное, что есть студенты, которые хотят заниматься наукой. Научно-практическая студенческая конференция проводится в АГУ ежегодно. Эсма Гуланзе, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. 11 мая в Абхазской государственной филармонии пройдет праздничный концерт, посвященный подвигу участников Великой Отечественной войны из Абхазии. О том, как проходят репетиции и что организаторы подготовили для зрителей, в репортаже Лауры Капш. Уже 3 дня, как в Государственной филармонии имени Раждена Гумба готовятся к предстоящему праздничному концерту, посвященному героическому подвигу участников Великой Отечественной войны из Абхазии. Идея проведения такого мероприятия возникла у солистки филармонии Елены Анкваб. Поддержку оказали и в Министерстве культуры. Они внесли очень существенный вклад, серьезный, и очень много участников было от Абхазии, и многие погибли, не вернулись домой. Есть и герои Советского Союза среди них. И я считаю, что последующее поколение, и особенно те, кто сейчас растет, кто сейчас дети и школьники, и кто старше, они должны обязательно знать наших героев и вообще быть в курсе того, что происходило и что происходит сейчас. В программе концерта песни военных лет, такие как «Смуглянка», «Катюша», «Жди меня», «Вечный огонь» и другие. Также будут показаны архивные видеоматериалы с рассказами об участниках войны. Легендарный подвиг он совершил 16 мая 1942 года в боях за село Веселое Липецкого района Харьковской области. Группа фашистских танков готовилась к атаке против позиции артиллерийского подразделения. Под прикрытием танков шла вражеская пехота. Когда Харазия узнал о движении противника, он отдал приказ выкатить батареи на вторую противотанковую позицию. Батареи открыли огонь по фашистам, и за 30 минут гитлеровцы потеряли 10 танков и 150 автоматчиков. В концерте также примут участие студенты Сухумского музыкального училища, актер Государственного русского театра Кирилл Шишкин, а также трио «Капричо». Наш концерт посвящен празднику Великой Победе, поэтому у нас в программе военные песни. Часть из них мы играем вместе с солистами, часть будет звучать только с аккомпанементом фортепиано. Ну, для нас, для всех, наверное, это большой праздник. В любом случае, почти в каждой семье были люди, родственники, которые принимали участие в этом очень великом событии. Нам всем нужно не забывать и стараться, чтобы это никогда больше не повторилось. Праздничный концерт, посвященный героическому подвигу участников Великой Отечественной войны из Абхазии, пройдет 11 мая. Начало в 18:00. Лаура Капш, Константин Парулова, Абхазское телевидение. 11 мая в Каманском монастыре и 16 мая в Центральном выставочном зале Союза художников в Сухуме состоится открытие выставки «Каноническая православная иконописи. Святые войны». Выставка организована по инициативе Министерства культуры Абхазии и Тамбовского государственного университета имени Державина. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидрометцентра, в среду 11 мая на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами слабый дождь, туман, температура воздуха ночью 6-11, днем 11-16 градусов, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго.